Всем привет, с вами Ахтилек Капаров. На прошлой неделе в рамках нашей рубрики мы показали тендер Джалалабад водоканала. О том, как индивидуальный предприниматель Худайберди Арипов соревнуется с муниципальной организацией, главой которой является он сам. Но согласно данным сайта Минюста, директором проигравшего конкурента является сам же Худайберди Арипов. А сегодня мы расскажем, как обстоят дела с тендерами в университетах Бишкека. Поехали! Эгерде сен ақ болсаң, мен ақ болсам, қоғамда таза болады. Если я буду чист, ты будешь чист, то и общество будет чистое. Это слова советского госдеятеля и героя Кыргызстана Исхака Разакова. Его именем назвали КГТУ, другими словами Политех. Давайте теперь посмотрим, насколько чисто проводят тендеры в этом университете. 20 декабря прошлого года Политех объявляет тендер на покупку канцелярских товаров на 3 миллиона и 233 тысячи сомов. В конкурсе приняли участие две фирмы – ОСО Арда KG и Алиар Групп. В итоге тендер выиграла компания Арда KG. Она предложила 3 миллиона и 159 тысяч сомов. На первый взгляд с этим тендером вроде бы все в порядке. Победила компания, которая предложила наименьшую сумму. Но не все так однозначно. Смотрите, по данным сайта Министерства юстиции, директором и учредителем фирмы Алиар Групп выступает Сатыбаев Акынбек Токтобаевич. А что касается ОСО Арда KG, то Сатыбаев там тоже руководитель, а учредитель Эргешбаева Джарханаим Асанбековна. Мы изучили социальные сети Акынбека Сатыбаева. На этой фотографии Сатыбаев с неизвестной женщиной, а в своем профиле он указывает, что состоит в отношениях с некой пользовательницей. У нее не указано ни имя, ни фамилия. Итак, открываем ее профиль и узнаем, что она родилась 23 марта. А это аккаунт учредителя фирмы Арда KG Джархана Ергешбаевой. Она тоже родилась 23 марта. И судя по ее фотографии, мы приходим к выводу, что на снимке с Акынбеком Сатыбаевым именно Джархана Ергешбаева. Другими словами, она его жена. Итак, что у нас в итоге получается? Политех объявляет конкурс на покупку канцтоваров. Там принимает участие всего две фирмы – Алиар Групп и Арда KG. Акынбек Сатыбаев – руководитель обеих компаний, а в одной из них даже учредитель. Ну а учредитель второй компании – его жена Джарханаим Ергешбаева. Победа в этом конкурсе достается Арда KG. То есть в этом тендере создана видимость ожесточенной в кавычках конкуренции. Дорогие друзья, это не первый случай, когда фирмы Алиар Групп и Арда KG конкурируют друг с другом. 28 ноября тот же Политех объявляет тендер на покупку сантехнических и строительных материалов. Участников конкурса 5. Среди них Алиар Групп и Арда KG. В итоге тендер выигрывает Арда KG, предложив 890 тысяч сомов. И уже в марте этого года тот же Политех объявляет точно такой же тендер. Там участвуют три компании, а две из них это те самые Алиар Групп и ОСО Арда KG. Но победитель еще не определен. Мы решили позвонить руководителю этих двух компаний Акынбеку Сатыбаеву, чтобы тот прокомментировал эти тендеры. Вызываемый абонент не отвечает. Так, друзья, мы находимся по адресу Джал 29, дом 2А. Как это указано в одной из компаний Акынбека Сатыбаева. Сейчас постараемся взять интервью. Кстати, этот адрес указан на сайте Министерства юстиции. Мы распечатали, вот и идем. Саламатсыз, Акынбек деген майканы танымайсыз ба? Акынбек. Халықтың үшінші квартирада. Саламатсыз. Акынбек байке деген жашабай бакта? Жоқ,
Жок, алар көчүп кетишкен. Көчүп кетишкен да? Кайдысы шығар? Кайсы көчүп кеткен билесиз бе? Тумуш жакта болуш керек эле. Точно адресин билбейм. Кайдысы, рахмат. Итак, дорогие друзья, по этому адресу, оказывается, сейчас живут другие люди. Наши герои уже переехали в другой район. Это по словам той женщины, которая сейчас только что открыла нам двери. А теперь мы решили узнать, что об этих тендерах скажут в самом университете и Министерстве образования. Чтобы взять комментарий у министра образования Ханбека Иманалиева, мы отправились к нему. К сожалению, последние 2 дня мы не смогли найти самого министра в его же министерстве. В первый день у порога мы его прождали, как вы это видите на фотографии. Но затем к нам подошел сотрудник пресс-службы и заявил о необходимости обговаривать такие интервью заранее. И мы договорились, что возьмем комментарий у Иманалиева на следующий день после обеда. Алло. Ассаламу алейкум, Нурджигит Мырза. Сіздер бе? Алейкум салам. Мен ақтылек кеше келбедім біле Темиров лайфтан. Ханбек Иманалиевтен комментарий аламын деп. Естедім. Бүгін саат қаншаларда келеді? Кеше сүйлөшпөдүк беле түштөн кийин деп. Азыр министр бүт замдар менен резидент экен. Түштөн кийин 2ден өтүп атат да иш чарасынчы. Анан ошондо келгенде мен эме кылып чыгайын кирип. Биз 3:30 келе берели да, э? 3:30-дабы? Так, хорошо, мен азыр анда келгенде бир дагы ага чейинде чалып айтып коет экенмин да министрге. Но и на следующий день мы прождали Ханбека Иманалиева у порога министерства целый час, чтобы услышать ответ, что министр уже на другой встрече. Приняли участие 2 фирмы. ОСО Арда Кейджи и ОСО Алияр Групп. В итоге побеждает ОСО Арда Кейджи. Да. Миллион, можешь, пожалуйста, оформить? Да, 2 компании. И тут, и тут принимает участие тоже вот тендер, политех, принимает участие 5 фирм. Среди них те же самые вот ОСО Арда Кейджи и ОСО Алияр Групп. В итоге побеждает тендер, по-моему, на следующей странице, Арда Кейджи. Вот. Заметили, да? И тут тоже. Пока тендер оценка облик, но да, протокол скрытый есть, да. 3 фирмы, и 2 среди них Арда Кейджи и Алияр Групп. Хорошо, я вот вопрос понял, почему везде Арда Кейджи, наверное, да? Нет, смотрите. Теперь вот сайт Министерства юстиции, напечатали специально для вас. Видите, Арда Алияр Групп, тут Арда Кейджи. Смотрим, открываем следующую страницу. И тут открываем. Тут видите, руководитель и учредитель Сатунбаев Ахунбек. И тут Сатунбаев Ахунбек как руководитель. Вот. Мы еще выяснили, что учредитель вот этой компании это Иришваева Джартанаим Асанбековна, она жена Сатунбаева. Да. Как должностное лицо, которое непосредственно курирует именно госзакупки в этом университете, как вы можете это все прокомментировать? Вот именно конкретно вот эти тендеры. Как с точки зрения закона, это же получается видимость конкуренции? Бұл жерде мындай да, даже комиссия түзіледі. Комиссияның представителі болады. Алар қараш керек та, отырып бүт іштердің барын қараш керек. Мен барын өтіп қарай алмаймын, но ал егер бойынша фактыны алып бізге келеді, тағы и қарап шығамыз. Бақты видео салмасыз ба? Сіз ұяттасыз ба? Маған келесіз бе? Жана эме бойынша. Өзі негізі Сатыбаев Ахунбек байкелесімен таныштық, достық, туғандық деген мамилеңіздер жоқ. Мен ешқандай. Университеттік Башында бергенден баштап
көп ушул тендердин маселелеринин баарын биз прозрачный чыгарганга мен өзүм билбеймин, бирок бул жерде мындай да могу закон жак жагын караш керек да. Если эгер действительно жанагындай эмер боло турган болсо, ар ким ошол жакта комиссия түзүлөт, атайын ошо комиссия өзүнүн жүймөсүн алыш керек. А если закон жактан бузулбаган болсо, анда нас как раз өзү келет, ошол өзү жооп бериш керек да, теги жеке. Декабрь? Декабрда өтүптүр дагы. Бул жерде тендердики приобретение канцелярских товаров логотипом университета повторно өткөн экен. Общий эме утуп атат 3 миллион 233 миң 196 сом. И здесь как раз участвует Арда Кейчи и Аляркул. Вот то, что надо комиссияны полностью каралап, поднимите. Поднимите все. Кайсы комиссия карады эле, эмне себептен эгер закон боюнча да Хорошо. аффилированный лицо дегенде бар эмес, ошону караш керек комиссия. Ошону карап эмес. Хорошо. И вот выписка из Минюста, как вы видите, одни и те же люди. Вот. Какой закон это нарушает и что вы намерены предпринять со своей стороны? Тендер-то уже проведен, контракты подписаны. Контракты подписаны насчет Услуга уже оказана. Монук еще битулек. Жоқ, қасынақтар. Мой Канцелярский. предыдущий экотендердікі монук еще битулек. Монук еще битулек. уже Тогда вот этот пока қармап тұрғылар, Ага. давайте с вот этими разберемся. Поговорим о заключен договор. Тема он документтерин берсең, сантехнический строительный, который был в ноябре. в ноябре. Можете прокомментировать вот, именно конкретно эту ситуацию? Не аффилированность с университетом, Да. а именно между собой. Ага. Между собой. Ну вот здесь, оказывается, заключили договор с ними уже. Вы везде уже заключили. Тоже. Это то, что мы еще нашли. А может быть, там еще другие тендеры были, которые мы еще не нашли, не идентифицировали. А третий контракт, вот смотрите, 3 участника, 2 из них те же. Вот, Те же. Да. Контракт еще не подписан, победитель еще не определен. Но может быть на этой неделе, либо на следующей неделе. Ну теперь с вашей подсказкой их отклоним. Это, смотрите, мы не говорим отклоняйте всех, мы говорим просто вот насколько это соответствует законодательству. Нет, нашей конечно, страны. не соответствует. И что теперь в этом случае вы предпримете? Предпримем, Со тогда своей стороны, нет, да. расторжение договора сделаем. У нас они поставку, мы по мере заявок делаем. Полную поставку они не делают. Сейчас в одностороннем порядке с уведомлением, конечно, поставщика расторгнуть договор. И в последующем уже рассмотреть вот эту данную позицию уже очень четко. Надеюсь, не только данную позицию, а в целом. Нет, все, государства. конечно. Нет, да, это действительно наше упущение. Мы в основном аналогичные договора уже полностью по оценочным листам все проверяем. А вот эту позицию, оказывается, действительно. Аффилированность с нашей стороны они подписали, да, действительно, может быть, конечно, это тоже не в моей компетенции, ходить, паспорта собирать, вы действительно родственники, вы откуда тоже проверять. Но с этой стороны, конечно, мы сейчас с руководством переговорим и уже на расторжение договора тогда. Это с юристом, с нашим тоже. Какая-нибудь ответственность сотрудников и работников образовательных учреждений? Нет, это обязательно сейчас рассмотрим, кто в комиссию входил, рассмотреть все это.
И какая может быть последует ответственность, наказание? Ну это на усмотрение руководства будет. Я же самовольно тоже не могу это решать. Друзья, давайте теперь послушаем юриста, чтобы узнать, какой закон тут нарушен и какая ответственность последует за такое нарушение. Если в одном тендере участвуют два поставщика, при этом эти два поставщика связаны между собой, либо они являются близкими родственниками, либо близкими лицами, то закон о госзакупках говорит о том, что такие предложения вообще не допускаются. Вот. Почему? Потому что они близкие родственники, это вот родители, либо братья, сестры, дети, либо близкие люди, это люди, которые состоят в браке, либо люди, которые не состоят в браке зарегистрированном, но живут, проживают вместе. Вот. Если обнаружится такое нарушение закона, то вообще закупающая организация, она должна отклонить такое предложение от такого поставщика. Первое. Второе, если это выявит департамент госзакупок, то она может приостановить, либо направить предписание закупающей организации, чтобы она провела тендер в соответствии с законом, либо вообще потребовать от закупающей организации, чтобы она отменила свое решение. То есть такие меры. Ну и в целом кодексом о нарушениях, правонарушениях предусмотрена ответственность в виде 17,5 тысяч сомов. Уважаемые кыргызстанцы, вы платите налоги, даже когда покупаете жвачку. И вы имеете полное право знать, куда же власти тратят ваши деньги. Может, эти деньги расходуются не по назначению, уходят в какие-то левые карманы, на машины, самолеты, особняки и так далее, а не на улучшение благосостояния и образования кыргызстанцев. Наша команда, в свою очередь, продолжит рассказывать и показывать такие сомнительные тендеры. С вами был Актилек Капаров и до новых встреч!